суп готов. Еще соль надо добавить. Вообще класс. Ну, у меня дела идут. Скоро закончу. Доски еще. Надо постелить и все готово.
Вон гуляй. Давайте я покажу, что у меня получилось. Вот такой таежный столик. Именно таежный. Что под рукой, из того и делаю. Стойки у меня на земле. Надо даже, знаете, руберой туда подложить, чтобы влага меньше попадала. Дождевая вода, понятно, но чтобы вот сырость от земли, чтобы не... Ну, вот в прошлом году я делал. Ребят, вот. Он на рубероиде. Вот. В таком виде стол намного дольше простоит. Если воткнуть столбы, то уже он будет гнить в земле. Вот поэтому у меня вся конструкция как бы не прикасается к земле. Вот бревна. Ну, они на тюрках, там на маленьких. Стойки, поперечина. И еще, знаете, вот сюда как бы прибил вот так наискосок 2 доски, чтобы не шаталось. По ровности я без угольника, без уровня, без ничего. Ну так, видно даже немножко наискосок получается. Вот этот угол, крайний слева, он, который впереди, он чуть-чуть выше от всех. Да, где-то на сантиметр я вижу. Ну сейчас я буду обедать, думаю, наверное, чай попью, может супчик съем. Пила, чемпион. Бензопила. Уже 2-й год пользуюсь. Как бы сами видите, продольно пилю и поперечина, вот остатки, что осталось, я все это спилю на дрова. Сухие дрова мне нужны. Вот, поэтому я и привез. Буду складывать вон туда, об этом уже говорил. Так, надо эту клеенку, наверное, срезать лишнее и стол отодвинуть, потому что мыши бывают лезут на стол. Это неприятно. Целый котелок отварил суп. Немножко надо посолить. Ребят, знаете, чего я боюсь сейчас, в данный момент? Не знаю даже, как сказать, блин. Вот я записываю видео, вот я боюсь, что звука нету. А может есть. А почему боюсь? Потому что, когда я буксовал на УАЗике сегодня, когда я настраивал для съемки вот этот видеокамеру, у меня эта видеокамера свысока упал и очень сильно ударился, вот такой вот прям, камера даже вырубилась, выключилась из-за удара. И как сказать, потом включил, он выключился. Все, думаю, хана. И как бы, ну, включил. Он как бы звук дал, что он включился, а вот это, где вот экран, ничего не видно. И потом еще включил, но включился, надеюсь, все записывает звук. Ничего не случилось. Если при этом ударе ничего не случилось с видеокамерой, но я не знаю, только положительный отзыв от
видеокамеру, экшн камеру Sony 300. Я снимаю на Sony 300. Экшн камера. Аллергия у меня начался от этой пыли, все это, от этого, поэтому и сопли идут. Так что извините, кого раздражает все это дело. Тулана спать. Тулан сегодня приходит, уходит. До такой степени активный сегодня. Я не знаю, куда он ходит. Но постоянно исчезает куда-то. Его тоже сейчас накормлю. Про кормежку Тулана все больше, я уже как бы об этом говорил, но каждым разом все больше и больше. Ну, я вообще не буду показывать, чем кормлю, как кормлю. Для него сегодня также консервы говядина взял. Приготовлю хороший обед, ужин, все у него будет. Но как я буду кормить, чем я буду кормить, как все это готовлю, я больше не буду показывать. Конечно, как бы таких комментаторов минимум единицы, но они мне так раздражают, так вот, когда замечания из-за всякой ерунды делают, ерунды. Ну, вы просто не понимаете, прямо в глаза говоря, вы просто не понимаете таежную жизнь, таежную кормежку собак. Я не знаю, просто лучше молчите, смотрите и все. Учитесь, как жить в тайге, чем питаться, есть и все остальное. Это сейчас мы уже как бы кайфуем, живем на технике, приезжаем, все вещи с собой, на УАЗике, но бывает, знаешь, в рюкзак ты возьмешь и тащишь, идешь. У меня раньше техники никакой не было, даже до мотоцикла, просто я пешком ходил. В селе у нас несколько буранов было, ну, чтобы на УАЗике тоже единицы. Это сейчас вы просто вот охотники и все должны понимать и знают, что сейчас уже намного легче ездить и ходить. И больше, конечно, пищи берем и для собак, и все для себя. А раньше все с расчетом минимум. И собака тоже минимум продукты получал. Вот тогда бы это понятно. А сейчас они жируют, они раз в год они выходят, собаки, охотничьи собаки, что взять Тулана, он осенью выходит на охоту раз в год, на промысел, когда мы ездим, и все. Он просто жирует, живет. Не надо жалеть его, ребят, честное слово. Если взять сегодняшний поход, вот сейчас я вот сюда приехал, Тулана взял чисто ради вас, зрителей, которые уважают, любят Тулана, хотят смотреть на него, хотят, чтобы он гулял на воле. Я вас прекрасно понимаю, но в сегодняшнем походе он мне не нужен. Понимаете? Почему, спрашивается, почему тебе сегодня он не нужен? Потому что я приехал сегодня в основном охотиться на уток. Ну, может, завтра, до завтра охота не будет, но завтра уже пойду на охоту на уток. Его тоже брать не буду. Также уже как бы охота на рябчика открыта. Собака тоже не нужна, понимаете? Вот и все ответы на все это. Собака нужна минимум, ну, на осенней охоте только. Все, больше он не нужен. На летние походы 2 раза брал Тулана. Были комментарии, которые как бы замечания делали, что вот Тулана берешь там, как бы не сезон, туда-сюда. Вот знаете, вот такие вот комментарии мне читать тоже очень тяжело. Я все это глотаю, вот эти комментарии, анализирую потом. Вот. Так что, в принципе, все хорошо. Тулан гуляет свободный сегодня, пусть гуляет. Ему
чисто на прогулку взял. А вот на осенней охоте уже на рябчика я его брать не буду. Завтра тоже его я оставлю на цепи. Он будет лаять, там шум, гам. Этого в принципе он мне не нужен, этот шум. Он очень шумный, когда оставляешь. Ребят, вкусный, проверенный суп у меня. Как бы пачковый суп, очень вкусный. Дела идут, все хорошо. Сейчас буду пилить дрова, складывать. И знаете что, давайте сходим, наверное, посмотрим грибы для соления. Вот это самая первая задача сегодняшняя еще у меня. Я хотел еще путик пройти, где у меня капканы на куницу. Там надо где-то что-то подправить. Ну, чисто пройтись. Тоже можно там на рябчика посвистеть. Но не знаю, сегодня этим займусь или нет. Может, по снегу, как приду, уже капканы ставить. У меня в планах в этом году капкан тоже поставить. Не знаю. Каждый раз хочу путевки море взял, этих куниц и все остальное. Не знаю, что-то удастся нет добыть. Вот. Что еще? В избушке тепло. Вообще здорово. Буржуйка рулит. Очень хорошо греет. Моментально нагревается. Буквально 5 минут и ты уже... Если ты сырой придешь, там 5 минут. В избе тепло. Дрова всегда есть. Вот сейчас я дрова привез, уже как бы до зимы я с дровами возиться не стану. И, блин, дрова заготавливать только на буране, на снегоходе буран. Потому что возле дороги вообще нету дров, не осталось уже. А заходить там вглубь леса, это там потом на себе таскать очень тяжело. Так что лучше на буране там до места доехать, загрузиться и вывозить. Вот. Ну, ладно, ребят. Своим чавканием раздражать не стану. Буду есть и дальше работать. Блин, отдыхать не получится. Постоянно, каждый приезд у меня что-то я делаю. И толком, вот, чтобы вот расслабиться, ну, не получится никогда. Сегодня я до темна еще мне надо, как сказать, грибы пособираю для соления. И еще мне надо порыбачить. Вот и все. Вот и день пройдет. И время сейчас уже, знаешь, он летит. $12 11 минут первого уже. Ну, в принципе, нормально. Все по графику. Полдня прошло, полдня еще осталось в запасе. До темна имею в виду. А ночью надо отдыхать. Все, ладно, я обедаю. Самый раз 12 часов обед.